Всем привет! С вами очередной выпуск ВУВНа и снова я, Наталья Султанбей. В этот раз новостей много и нам есть о чем рассказать, поэтому устраивайтесь поудобнее и смотрите внимательнее. Учебная неделя в Институте гуманитарных наук началась с интерактивного батла на коми-языке Меда-Коми-Му. На нем студенты проверили свои знания о республике, выполнили различные задания, а также пообщались на родном языке. Батл проводится во второй раз. Организовал его Николай Остапов, кандидат исторических наук, преподаватель колледжа сервиса и связи. Для каждой игры он сам придумывает задания на разные темы. Обязательное условие – все мероприятие проходит на коми-языке. Цель этого батла – познакомить студентов с возможностями коми-языка при организации различных интеллектуальных игр. Батл состоял из двух туров. Первый проходил в формате игры «Где логика» и включал в себя 4 части. Произведения и авторы, известные люди, перевод слов, пословицы и поговорки. Второй в формате своей игры. Организаторы предложили участникам 8 тем: расположение районов республики на карте, фольклор, обитатели коми-леса и многое другое. Во-первых, мне кажется, мы все вместе здесь собрались, это мы опять объединились наши кафедры. Тут были и второй, и четвертый, и первые курсы. И это очень полезно, так как это все игры проходили на коми-языке, и это также и популяризация коми-языка. Каждый тур оценивали члены жюри. По итогу всех испытаний с результатом 220 баллов победу одержала команда 4-го курса «Владьяс». В СГУ прошел международный симпозиум Relate Nord 2019. Преподаватели, культурологи и искусствоведы из разных регионов России и зарубежных стран приехали в Республику Коми для обмена опытом. С 10 по 15 ноября участники обсуждали традиции и инновации в образовательном пространстве искусства и дизайна. Организовала симпозиум сеть «Арктическое устойчивое искусство и дизайн» Университета Арктики. СГУ сотрудничает с этой ассоциацией с 2012 года. Сыктывкарский университет стал первым вузом в России, в котором прошел Relate Nord. На открытии симпозиума специалисты из разных частей света обсудили важность совместной работы. Мы живем в очень похожих регионах, включая природу, но общество все равно разное. В Северной Америке, в России, в Российской Сибири, в других странах и на островах мы находим разные решения одних и тех же проблем. И вот причина, по которой нам нужно встречаться. Представить результаты своих исследований в Республику Коми приехали докладчики из США, Финляндии, Великобритании и других стран. Я очень сильно хотела принять участие в симпозиуме, чтобы узнать, что спикеры и участники думают про традиции и инновации в искусстве, а также чтобы снова увидеть Сыктывкар. Я очень его люблю. Основная часть симпозиума была посвящена научным работам. Всего участники представили 30 исследований как в сфере искусства, так и по другим темам. Конкретно в своем докладе я рассматриваю актуализацию ненецкого языка. Существует проблема утрачивания языков коренных народов, и в 2019 год – это год языков коренных народов. Так как моя мама ненка, я поднимаю этот вопрос именно для ненецкого языка. Ежегодно симпозиум привлекает ведущих ученых и художников всего арктического региона для обсуждения проблем, которые касаются северных территорий. Как доступно донести до людей, какие камни преткновения существуют в развитии Севера? Через произведение искусства. Ведь еще Альберт Эйнштейн говорил: искусство – выражение самых глубоких мыслей самым простым способом. Важной составляющей симпозиума стала выставка, которая прошла в главном зале Института культуры и искусств. На ней художники и дизайнеры наглядно продемонстрировали культуру Севера. Работы были представлены в разнообразных техниках, от видеоматериалов и инсталляций до костюмов и игрушек. Каждый преподаватель, который преподает в сфере искусства и дизайна, он обязан делать тоже продукт, быть художником. И здесь мы видим как раз разные подходы в преподавании и в понимании того, как можно ощущать север, какими методами, какими средствами. Чтобы познакомить гостей нашей республики с особенностями менталитета коми-народа, в рамках симпозиума для участников прошли мастер-классы и выступили фольклорные ансамбли.
Всего в симпозиуме Relate North 2019 приняло участие более 100 деятелей науки и искусства. Мария Пермякова, Александр Кочкин, Вероника Липина, Дарья Филитова. Специально для Вувна. С 12 по 13 ноября в зале спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 прошел молодежный фестиваль боевых искусств «Полярная звезда». Организатор фестиваля – наш университет. Корреспондент Вувна Павел Россел посмотрел соревнования и попробовал себя в роли бойца. Посмотрите, как называется? Фестиваль. Это не только соревнования и состязания, а мы еще и будем демонстрировать с тем, чтобы каждый для себя мог понять, в каком виде боевого искусства его можно случайно заменить. В фестивале приняли участие около 200 студентов-спортсменов со всей Республики Коми. На базе СГУ подобное спортивное мероприятие проводится второй раз. В прошлом году он принимал у себя игры боевых искусств. Цели разнообразны. В первую очередь это и популяризация боевых искусств, это и популяризация здорового образа жизни, и в том числе привлечение новых спортсменов в те виды спорта, которые большинству из нас далекие и кажутся чем-то сложным и необъятным. Утром первого дня прошла соревновательная часть по боевым видам спорта, а после обеда – выступления юных каратистов, танцевальные и вокальные номера. Помимо соревнований и выступлений на фестивале проводят мастер-классы по следующим видам спорта – дзюдо, бокс, самбо, стилевой, карате и киокушинкай. Если здоровье у нашей молодежи будет, то будет все. И бизнес, и работа, и все, любое отношение к производству или к учебе идет через составляющие спорта. Поэтому я пожелаю всем нашим ребятам и нашей молодежи Республики Коми быть сильными, крепкими и заниматься здоровым образом жизни. По итогам соревнований в общекомандном зачете золото взял Сыктывкарский государственный университет. Данный фестиваль мне очень понравился в том смысле, что было показано много неизвестных мне видов спорта, таких как киокушинкай и дзюдо. Я познакомился с ними более поближе. Фестиваль был очень хорошо и мне очень нравится. Павел Россел, Александр Кочкин. Специально для Вувна. Во вторник стартовал сезон игр «Что, где, когда». Первыми в интеллектуальной битве столкнулись студенты-первокурсники из разных институтов. По традиции, игра прошла в Институте гуманитарных наук. В этом году привычный формат состязания сменился. Теперь это не игры на вылет, а отдельные чемпионаты. Поменяли его из-за малого количества участников. В прошлом году в первой игре сезона сыграли 5 команд. В этом в Кубке первокурсника участвовало уже 10. Люди абсолютно не интересуются интеллектуальными какими-то играми, да, то есть вот таким вот форматом, да, проведения. Поэтому в этот раз мы очень удивлены, что получилось так, действительно 10 команд у нас целых, да. На самом деле столько ребят, и сейчас сидят с удовольствием, все играют, и на самом деле это очень-очень здорово. Участники отыграли 3 тура по 12 вопросов. Темы были разные – искусство, география, история и другие. Задание подготовил постоянный ведущий, выпускник СГУ Алексей Боровенков. Мы дали ответ «Конец света», а правильный ответ – это «Армагеддон». Но по сути, если переводить «Армагеддон» на русский, будет «Конец света». А мы решили, что мы тут все русифицируем, и поэтому терки, вот не знаю, ждем ответа. В результате победила команда по ИСКАМа Института истории и права. Следующая игра пройдет в начале декабря. В ней смогут поучаствовать не только первокурсники, но и команды других курсов. Любители потанцевать вчера собрались в зале 10-го университетского корпуса. Нет, там не было крутых диджеев, всяких хип-хоп, тверк, R&B батлов. Как в старину студенты танцевали бальные танцы. Смотрите в следующем сюжете, кому или чему посвящен традиционный осенний бал в этот раз и почему студентам нравится его посещать. 15 ноября – Всероссийский день призывника. Первый студенческий бал в этом году посвятили этому празднику. Начинается осенний призыв, потому что есть военные на балу, потому что есть парни, которые уже отслужили в армии, очевидно, кто пойдет в армию. И потому что мы уважаем военных. Без регистрации на бал приходить нельзя. Необходимо за несколько дней заполнить анкету в группе во ВКонтакте. На самом балу проверяют всех зарегистрированных участников и их дресс-код. Как вас зовут? Злата. Курашова? Да. Проходите. Тем, кто не знает танцы, помогали волонтеры.
3 дня подряд они разучивали движение. Валентина Киршина занимается этим уже 5-й год. Она считает, что волонтеры в первую очередь должны быть отзывчивыми и больше улыбаться тем, кто пришел в первый раз. Волонтером я решила, потому что бал длится всего около 2-3 часов, а удовольствие ты получаешь вот колоссальное, но хочется продлевать это удовольствие, поэтому я хожу на репетиции, то есть перед балом существуют репетиции, и там я продлеваю свое удовольствие, учу новые танцы, учу общаться с людьми, которые снова приходят, тоже волонтерами становятся. Начался бал с танца Гранд Марш. Его танцуют впервые. Всего в этот раз гости и волонтеры показали 26 танцев. Многие гости бала посещают его не в первый раз, но есть и те, кто приходит впервые. У меня одногруппницы уже несколько лет ходили, я долго все собиралась, не могла выбраться, вот наконец-то выбралась сегодня. Очень здорово, очень приятно, комфортно, атмосфера, на самом деле не ожидала, что все так будет, мне все очень понравилось. Какой танец больше всего понравился? Наверное, полька. Для тайных посланий на балу работала почта. Можно было подойти к стойке или обратиться к девушкам-голубкам, чтобы написать тайное послание партнеру. Следующий бал состоится в январе. Злата Курашова, Наталья Султанбей, специально для Вувна. Это все новости недели. Ставьте лайки, репостите и пишите ваши конструктивные комментарии. Кстати, чтобы правильно это сделать, мы подготовили для вас 3 небольших совета. Первое. Если вы критикуете ведущих или корреспондентов, пишите их имена и фамилии с большой буквы. Это же правило русского языка. Второе. Аргументируйте свое мнение. Почему вам не понравилось, что можно изменить и как это сделать. Для нас это правда важно. Будьте позитивными и относитесь ко всем толерантно. Мы надеемся, советы будут вам полезны. Мы любим ваши комментарии и всегда ждем от вас обратной связи. Пока-пока!